Слушай, я сегодня была свидетелем такой сцены в метро. Ну-ка. Мне прям почему-то сейчас захотелось ее рассказать. Была такая женщина, ну, где-то уже за 40 в теле. И с ней было два мужчины, таких очень щупленьких, например, на ее же возраста. Они зашли в вагон метро, она была впереди, и они вдвоем за ней. И она ему сказала: так, ты сюда садись. И они между ними, она села между ними. Они такие, и всю дорогу слушали, как она рассказывала, как плохо в Магните, что она больше туда не пойдет. Это была ваша реклама. Вы могли бы заплатить за нее. Магнит, не ходи. Пятерочка, да? Реклама пятерочки. Да, ей очень понравились пятерочки и в Эдельвейсе, потому что в Магните ее обманули. А пятерочки еще на татарском пишут. Мне кажется, ей было все равно. Ну, я таких женщин знаю, и таких мужчин я очень даже хорошо знаю, что вот они такие ведомые. Я вижу таких мам, которые тоже заходят в метро и тоже указывают своему вот этому рослому парню, да, типа, ты садись. Какой нахрен ты садись? Ты едешь стоя, мальчик, приехали. Маму посадите, пожалуйста. Ну, вот. мама переживает за сына своего. Ну, и потом он не из тех детей, из тех мальчиков, которые ничего не могут сами решить, Да, пока мама не скажет. Вот. Ну вот и мы обозначили тему. Тема очень интересная, и местами сложная. Мы сегодня будем говорить о том, что какие же мужчины нравятся женщинам-татаркам. Исходя из своего опыта, из опыта наших подписчиков, мы заранее сделали небольшой опрос. Вот. И, наверное, мы начнем со списков, да? Конечно, списки правят миром. Да, я считаю, что вот я изначально, когда искала своего мужчину, у меня несколько раз были списки, я их дополняла, переписывала, какие-то пункты поднимались наверх, какие-то убирались, и где-то 100 точно пунктов было, прям до мелочей, до размера ноги, там, ну вот все. Размер ноги, вы понимаете, да, о чем я говорю? Вот. И... Нет. Короче, а здесь очень Слушай, короткий. в 24 года у меня тоже был огромный список. Вот, мне как раз было 24, когда я его писала. 2 года назад он сократился до 2 пунктов. Живой, что он дышал, да, и татарин. Да, да, ну. Что, тебе не важна национальность? Подожди, не забирай мои комментарии, пожалуйста, они мои. А ты такая татарочка, которая... Эй, ол татар булырга тиеш. Вот, видишь, давай на роли поменяемся, да? Слушай, ну в целом же многим татаркам важно, чтобы муж был татарин. Да, есть много. Вот, например, моей жене было важно. Очень много есть людей, которые... Ну, до какого-то определенного момента мне тоже было. До 40. Не, а мне всегда говорили, типа, в семье там и близкие, типа, мусульман бусын. Я всегда говорила, вот сейчас, говорю, поеду в Париж, встречу там темнокожего красавца, который мусульманин. С таким они уже не соглашались. Но ведь Black Lives Matter. Very matter. Muslim lives matter. Ну что, читаем мой список или нет? Давай. Там нет национальности, кстати. Мне тоже, оказывается, это не важно. Итак, один из самых главных пунктов для меня — это любимый. Потому что без любви я считаю, что мне прям... Любимый кем? Мной. Любимый семьей еще, может быть. Ну вот нас... Ты его, ну так, ну типа, ну ладно, пусть будет, но семья, в нем просто души не чает. У меня были несколько таких ухажеров, которые очень нравились моей семье, и они прям просто сулили мне вот все, вот уже есть, но мне не нравилось. Зато семья твоя, семья, это же она тебя воспитала, она тебя вырастила. Им виднее же, все же говорят, нам виднее, мы знаем, мы жизнь прожили. Да, мы жизнь прожили, а ты там не прожила ничего и не знаешь. Но мне важно, я если человека не люблю, хоть каким он будет там супер красавцем и супер там, да, это уже не работает. А если ты любишь, ну вот приезжаешь домой и все просто вот так сидят, когда вы вдвоем приезжаете. Но максимально уменьшить количество общения. Людей, которые вот так вот сидят, да, между собой. Ну зачем этот стресс? Не той стране он не нужен, не этой, и все. А когда ты чем дальше живешь, оказывается, так сильно начинаешь любить друг друга, понимать, уважать. Можно вообще уехать, в принципе. Ну да, многие же вот, и семьи разбиваются, потому что живут с родителями. Это ужасно. Это ужасно.
Да, и тогда, конечно же, очень Слушай, важно, раньше чтобы родителям ведь жили. нравилось. Раньше ведь жили. Вот эти все истории про злую свекровь. Прикинь, в одном доме могло жить там 3-4 поколения. И бывает только одна хозяйка. Да. А ты хочешь быть хозяйкой, а тебе никогда в жизни этого не дадут. Ну, до тебя когда-нибудь дойдет очередь. Ты видишь, там Естественно. сидит там в Англии одна женщина, которая никуда не уходит. Вот обида, наверное, ее сыну. Чарльзу. Слушай, а ведь Он уже дедушка, но до сих пор принц. Как мило. Вот, дальше список, короче. Потом очень важно для меня, чтобы он был свободным. от стереотипов. Ну, вообще, то есть он должен быть свободным без женщины, без багажа. То есть на тот момент, когда мы начинаем встречаться, он не должен изменять со мной другой женщине. Такая женская солидарность. Потому что он может потом изменять тебя. Бумеранг. Слушай, ну вот для меня это... Если я об этом не знаю... Что, нет, про верность ты имеешь в виду? Это вот Да, следующий пункт да, про да, верность. да. А если бы он, например, у твоего мужчины есть женщина, и ты его ходишь, отбиваешь, для тебя это как... Потому что Мне если кажется- хороший кандидат какой-то, а жена, и он не женат, они только встречаются, а жена не стена, как бы не подвинется, да, из этой серии, то некоторые девочки, они, ну, как бы и могут и так. Ну, тот Орларан и Туль. Слушайте, у меня есть много знакомых парней татар, у которых несколько жен. Ну, мусульман аренды, типа несколько. Для кого-то это хороший шанс. В смысле, для женщин. А для тебя? Ты бы приемлемо? Еще лет 5. Еще лет 5. Элса готова быть второй Слушай, женой. ну вы же знаете, как мусульмане отвечают на этот вопрос? Расскажи. То, что не запрещено Аллахом, а даже разрешено, то типа это да, это нормально. Ну для чего и это не делалось? буду Это же понятно? согласитесь. Я нет. Но это же понятно, для чего было написано тогда, Да. потому что мужчин было меньше, чем женщин, и женщины сами себя прокормить не могли. Да. А сейчас времена-то не такие, ты, блин, руки в ноги, иди, готовь и Приходится. работай. В смысле, нет, что приходится? От одиночества, что ли, туда лезть? Ну смотри, кто-то хочет родить детей. Кстати, Кстати, я буквально в субботу, ну, короче, пару дней назад видела статистику, что реально, ну, посчитали количество мужчин и женщин. Вот сейчас точно не помню, в Татарстане или в Казани, но, в общем, пусть будет в В нашем Татарстане. регионе Да. По статистике, мужчин больше. нифига! Если было бы мужчин больше, я бы давно была замужем. Нет, там все как в песне. На 9 мужчин 10 женщин. То есть не хватает Всё в одной женщины. пределах. Ну это вот 10-й ты. Все, статистика, ты успокойся, да? Нормально, все сходится. Короче, А вот. смотри, про свободное я еще хотела сказать. А если у него есть дети от предыдущего брака? Спокойно. Просто чтобы не было такого, ой, там, типа, она бестаночно не названивает ему, да, и выносит мозг, приедь, забери, отнеси, да, то есть должны быть правила. Я обожаю правила. Там будут правила. Там, типа, у тебя 4 дня, у тебя 3 дня. Все, тогда все спокойно. Все прописано, и никто не пытается манипулировать, перетянуть, назло. Вот это не должно быть. Надо осознавать, что у тебя... Эти дети, они никуда не денутся. И их нужно содержать. Ну, не за мой счет. Сначала я, а потом дети. Ну, конечно. Потому что новая семья, она должна быть важнее. Ну, это же дети. Не знаю, нас никто не содержал. Мы их кушали один хлеб. Эти тоже не перебьются. Месяц. Не знаю. Короче, это сложная тема. Это уже сложно. Это про... Давайте упустим. Это для другого подкаста. Когда еще багажи будут, разведенные. Ты сама начала с багажа. Ладно, давай Вот. дальше. Дальше. У меня пока нету этих списков в моем. В твоем списке- Этих качеств нет пока в моем Да. списке. Верный, да, вот и для меня это очень важно, чтобы Как он... магазин. Да. Мой муж, кстати, фоткается все время около этого магазина и говорит, это про меня. А ты фоткаешься у магнита? Да, и это про меня. Я магнетист. А могла бы возле пятерочки фоткаться. Если было с чем фоткаться, я могла бы в пятерочке. Вот. И потом важно, чтобы семейный, это опять-таки же, наверное, от татарскости идет, да, нам очень важны семейные узы, чтобы мы друг друга поддерживали, да, общение было. Не про троюродных, четвероюродных я сейчас говорю, да, а это именно кровинушки твои уже ближайшие, там, чтобы он хорошо общался с моей сестрой, там, с родителями, чтобы принимал моего братишку. Это тоже не такое там легкое, да, испытание, когда ребенок инвалид.
И многие могут сказать, это не для меня. Потому что это перепадает. То есть бывает так, что, например, я не могу сидеть с Бахтияром, там, сестра не может, и надо как-то выручать. И кому мы следующему позвоним, да? Вот. Это уже будет муж мой или муж моей сестры. И они, и тот, они готовы помогать. И это важно для нас, вот для меня. Как ты на это смотришь? Спокойно. Что мне сказать? Короче, у тебя вообще пункт воплощения. Нет, у меня есть пункты, но все, что ты пока называешь, это все у меня опционально. Типа я могу с этим смириться. Ну окей. Ну вот дальше у меня идет уже щедрый. Но это не про деньги, не про меркантильность, как обычно мужчины там говорят, да? А это щедрый на эмоции, щедрый на Слушай, ну про деньги тоже. Деньги обязательно, он в первую очередь. Но потом еще идет еще вот... Потому что бывают такие, да, окшалы, у него он при деньгах, но он тебе дает там 10 тысяч рублей в месяц. А другой зарабатывает тридцатник, и он готов все 30 отдать. Понимаешь? Вот про это. Щедрость, она должна быть, он должен максимально все время быть включенным и говорить там типа, ой, мы давно тебе платье не покупали. Ну классно же, приятно, вот это для меня важно. Да. Вот это у тебя есть, да? Это у меня есть. Но у тебя это каким пунктом идет? У меня это идет пунктом 5. У тебя же по рангу, да? Да. Я тоже пыталась выстраивать по рангу. А это у меня, я, кстати, 10 не наврала. Это у меня 7-й пункт. Ну, близко, все равно близко. Потом вот целеустремленный, трудолюбивый. Вот у меня был дурацкий опыт с одним из моих мужчин, и он был такой, не скажу, что альфонс. Лентяй. Ну, типа, он шел на работу, а потом понимал, что это не мое, я не хочу. Там, то есть даже месяц не мог отработать, потому что, типа, это не мое. И все было не его, понимаешь? А ты берешь яйца в кулак, да, и идешь до конца, работаешь хотя бы годик, чтобы понять, твое, не твое. Нету вот такого, кормить надо Слушай, семью. трудолюбие у меня тоже есть, прямо до щедрости. Сначала трудолюбие, чтобы Откуда было. деньги, да? Откуда деньги-то, да? Вот. И, целеустремленный для меня, просто человек может всю жизнь на заводе проработать и не быть целеустремленным. Надо, чтобы Зато он трудолюбивый. Да, а зачем нахрен надо, чтобы он по 8 часов работал? Надо, чтобы он работал. Если человек это устраивает. Вот, поэтому он должен быть целеустремленным, чтобы это его не устраивало. Понимаешь? Ты из тех жен, которые капают на мозг, да? Сколько можно работать на этом заводе? Да, Ты нам должен нужен стать мастером телефон, нам уже. нужна 4-комнатная квартира, где еще машина. Телефон? Ну, раньше телефона уже не было. Стационарный. Да, это наша семейная модель, просто поэтому. То есть, если бы не моя мама, например, да, то папе достаточно была бы небольшая там комнатушка, где лежат бумаги. Слушай, это всем мужчинам так. Да. Айнур, тебе так? Утверждали, я недавно только Аделе говорил, что если бы типа, я был не женат, я бы жил в маленькой комнате, Да. работал бы в Макдональдсе, мне бы этого хватало. Ну вот, да, и все, и только из-за женщин они там начинают мотивироваться, что-то там. Да вообще женщины толкают мир. Женщина толкает мужчин, а мужчина толкает мир. А? Как ты сказала? Вот, дальше давай договорю уж свой Давай. вот супер. Умный, любознательный. То есть важно, чтобы он не просто занудным умным был, а умным, Как который... Ну, я поэтому как бы даже... Что? Значит, не было, сказали, что... Ну, ты умный. Что ты Что ты умный. Умный, ты умный. И- Я потом пересмотрю видео и узнаю. Вот, короче, умный, любознательный. Я это обозначила словом интеллект, и это у меня на первом месте. Да, я сейчас тоже понимаю, что, надо было это пораньше поставить. Потому что что там у тебя любимый, свободный, ну ладно, семейный. Вот так Вот любит да. семью, но добрый вечер. Ну, Барбара, это в моем списке. Я бы этот список, например, бы не убирала, это умный, никогда. То есть, даже если другие какие-то можно убрать, но умный, любознательный, это очень важно. А слышали такой термин «влюбиться в мозги»? Да, я теку от мозгов, я так и говорю обычно. То есть, если мозги есть, это самая сексуальная часть мужчин. То есть, если человек тупой, там, извините, каким он красивым, а такие же полно таких, где они накачанное тело, он такой весь, никогда в жизни на него не взглянешь, если он не Ну умный. это ты. Есть большое количество. А вот я? А вот я? Ну, как осла. Короче, неважно, вот эти вот моменты, если нет ума, интеллект отсутствует, то это уже неинтересно. Что с ним делать? Ну смотри, отсутствует. Это тоже что? У него должно быть IQ 250. Юнь, да это же ты задрот. А у меня есть критерий.
Какой? Умнее, чем я. Кстати, да, умнее, чтобы я удивлялась. И Да. Или Или там, а сколько будет квадратный корень из 1024? Кому это нахрен надо? Айнур, наверное, знает. Айнур, ты знаешь. Квадратный корень из 1024? Да. Ну, во-первых, такого нет. Слушай, из любой цифры можно, из любого числа квадратный корень. Ну, чтобы он был такой... 1024 это 2 в 10 степени. Ладно? Вот, короче. Это не, вы так не надо. Сейчас вы увидели пример, как не нужно. Так, про хватки пробивной понятно было целеустремленным. Вот то, что-то вот такое вот. Ты это сказала как мужественность, да? Да, потому что мне кажется, что мужчины должны быть хваткими и пробивными. 32. Года? Мне еще нет. Корень из 1024 32. Серьезно? Вот мне тоже казалось, что есть такой квадратный корень. Зачем вам это Ну, казалось? да, потому что 2 в 10 Да. степени, значит 2 в 5. То есть 2 А дадите в вот здесь, 5. вот, чтобы вот так вот бил эту штуку, ладно? Это вообще кому нахрен дано, нужно вообще? Математикам, физикам. И вот, и до взвешу, мне 2 пункта осталось. Любитель путешествовать, чтобы он прям хотел, планировал, звал меня с собой, давай поехали сегодня туда, потом туда. Неважно, это не обязательно мир, это может быть даже куюки, да, ну как бы... И очень важно, чтобы он был стойкий, стрессоустойчивый, потому что сейчас так меняется мир с этими коронавирусами, мужиков очень сильно шарахает. Если женщины еще более-менее такие гибкие, да, а мужчин, конечно, прям очень сильно сбивают с от ног. мужчины очень многого хочет общество. Да. Типа ты должен вот так. Сначала же, помнишь, кризис среднего возраста был в 40, сейчас уже в 30 ударяет. Серьезно? Да. Мскнер. Видишь, как тяжело. Той тебе, наверное, жутко, да. А не коротко. Вообще мужчине тяжело быть. Слава богу, мы женщины. Нам только брить ноги надо и все. Это тоже уже сейчас решенная проблема. То есть можно не брить? Вот. Ты свой список тогда быстренько. Слушай, ну мы с тобой совпадаем где-то процентов на 30, может быть на 100. В принципе, я думаю, все женщины примерно совпадают там в этих критериях. Да. Просто И не обязательно это должна говорить, сейчас озвучивать татарка, да? То есть национальность это не настолько важно вот в этом списке. Йо, татарка. Я. Йо, татарка на вот татарской женщине важно, чтобы это был мужчина адекватный, классный и все. А в ее семье? Нет, почему? Есть же достаточно большое количество татарок, которые вот они, например, ей кто-то понравился, он там соответствует ее качествам, допустим, его зовут как-нибудь, не знаю, какой-нибудь... Арсений. Нет, не Арсений, какой-нибудь, пусть будет Руслан. Да, Руслан, ну как бы он Руслан же непонятно, Да. Руслан и Людмила, Да, или и Руслан, он ей прям так нравится, и она в какой-то момент понимает, что он не татарин, и все, он ей уже не нравится. Она его даже не рассматривает в качестве как я потенциального... смуглых, да? То есть мне смуглые не нравятся, я говорю тебе, вот честное слово, и как только вижу смуглых мужчин, вообще не... Нет, ну ты видишь, ты их даже не узнаешь, а тут она прям узнала, ей все нравится, там все 33 критерия совпадают, все. А как не понять, А что... один не совпадает. Слушайте, а зачем вообще вот человеку, ну татарам, люди своей же национальности, например, зачем? Какой-то плюс дали? Татарша деширшин. Менә үлеп ятасың, сиңа суда китермәячәк. А ул чиркәүгә йөрсә, ә син мәчеткә. Еще поделитесь у меня тут. Нет, это же это же не вообще только аргумент. татарам важно. Очень много, эти говорят, чувашины ищут, понимаешь? да, Это да. везде так. То есть это прям именно людям, потому что нас так воспитали, нас воспитали наши, Ну вот близнюки. у нас в семье смешанных браков, вот, наверное, даже 2-3. И осуждают их. Ну нет уж, ну а смысл осуждать? Нас осуждают. Нет, ну а смысл осуждать? Ну, сейчас уж точно не осуждают. Я не знаю, как там было в советское время, да, когда там, ну, те, кто сейчас постарше, у них были... Ну, у нас это прям единицы, вот реально единицы. И ты же видишь эту модель поведения, что все там строят семьи с татарами, и тебе кажется, что и тебе тоже так же нужно. Чисто. А говорят, что от смешанных браков очень красивые и умные дети. Не, на самом деле смешанные браки могут быть и среди татар. Имеется смешанные в чем? Там он живет в Актанежском районе, она из Кукмарского, и они встретились в Казани. Очень далекие районы, это кровосмешение. А если регионы? Да, астраханские татары и сибир татары. Да. И такая красота. Да. Но татары.
Не то, что некоторые. Смотри, Шаята, допустим, тебе важно, чтобы был татарин, а ты в Татарстане не нашла татарина, который тебе понравился, но нашла его в Салехарде. Салехардский татарин. Ну да, Ну, в Сибири сибирский. много татар там. Да. Он живет в Нефтяники. Салехарде. И чё? Вахтовики. Что ты мне предлагаешь, что ехать? Да. Ты бы уехала? Нет. А семья у тебя вся здесь? Дело даже не в семье. И все критерии подходят. Да, все критерии твои подходят. Нет, еще очень большой Я критерий. из Ватулина. Киану Ривз Батуллин. Нет, все критерии очень важны, мужчина очень важен, но все равно есть мои еще критерии жизни, где мужчина как бы тоже и в критериях. Хорошо, хорошо. Он живет не в Салехарде, он живет в Австралии. В Австралии очень большая татарская община. Я еду. Куда надо ехать? Есть крутая метафора, она такая уже избитая, ее все уже говорили про то, что типа сломанные вещи не чинят, а выкидывают на пом. Но мне нравится другое сравнение, что сейчас вот такой выбор людей, как сыр, как сыр в магазине. Потому что я прохожу, я теряюсь, какой сыр я сегодня хочу съесть. Кстати, может вообще отказаться от сыра? Да, дороговато стало. Или включить снотворное. Опять-таки же, вот просто мне каждая девочка, которая выходит замуж, они невзначай бросают фразу типа «не понравится, разведусь». Ну нет, это неправильно. Я считаю, тоже неправильно. И я считаю, что вот если есть любовь хоть у одного с одной стороны, да, то надо попробовать восстановить. Чинить, там, не чинить, Вот сексологи, психологи. Семья – это труд двух людей. Да. И вот мне нравится вот эта история, конечно, у Льва Николаевича Толстого, там, конечно, они все-таки в конце расстались, но он Он с ума сошел, конечно. но он писал, за что любит свою жену, и все время перечитывал. Чтобы напоминать себе. Да, да, и я считаю, что это очень правильно. Потому что каждый день я сама себе задаю вопрос, я в браке? Или нет? Да, то есть я себе, чтобы не обманывать. То есть у меня было просто такие вещи, когда ты Когда по у тебя инерции, проходит красивый качок, ты такая, я в браке. по инерции начинаешь жить с человеком, который ты не любишь. А видите, я уже вначале сказала, что для меня это очень важно. И поэтому я каждое утро себе как бы спрашиваю, а я вот сейчас люблю, это про меня сейчас, это моя история. И ты говоришь, да, если это твоя история, то ты уже до конца выкладываешься. Или когда муж что-то сделал, что тебя очень сильно бесит, и ты такая в свой список. Нет, но все-таки люблю. Да. Потому что очень легко забыть хорошие вещи. Прям моментально забываешь, что хорошего он тебе сделал. А вот это вот плохое какое-то носки его не выкиданное, или вот его любимое, там он поел, и вот так вот, было очень вкусно. Типа, убери. Ты что, убиралка какая-то, что вообще? Женщина – это не убиралка. Он не говорит это вслух, он просто говорит, так вкусно было, и ко мне тут бегает. С намеком. Даже когда я ему несколько раз сказала, он сказал, я не замечаю этого. Вот видишь, надо говорить. Да, это очень важно. Но это будет другая тема нашего подкаста, как находить общий язык. Это будет без Алсу. У нее нет опыта. Мы позовем Айнура. Потому что я не умею находить общий язык. Нет, это просто приходит с опытом же, когда ты, ты можешь Это столько энергии надо на это потратить. говорить. Найти общий язык. Но иногда, вот, например, выбешивают такие простые вещи, которые ты уже элементарно знаешь. Ты любишь, чтобы ручка лежала так, да? А он берет, написал там и поставил, куда тебе некомфортно. Айнур меня поймет. Айнуру нравится то, что все лежало по полочкам, да? Вот у меня тоже такой псих есть, если твой человек так не делает. Твой чаечек. Мой чечек, мой чечек. мой чечек, он должен так делать. Называется ОКР. Да, это, кстати, расстройство. И это расстройство надо мое принять, и потому что мне очень важны какие-то вещи. Закрытые шкафчики. Ну как можно не закрыть шкафчики? Вот, понимаешь? Очень просто. Это бесит. Не пробовала проще относиться ко всем. Ты пытаешься день-два, годами, понимаешь? Всю жизнь. БТ, все, больше нет другого. Другого никогда не будет. Все время открыты шкафчики, Алсу. Тебе это не нравится? Все время Гауда. Всю жизнь. Вот это меня и пугает. Вот это меня и пугает. Вот, все. Ну, из Гауды можно ешь, что делать? И ты Крабовый ешь салат. всю жизнь гауда. Да, ты можешь делать потом, гауда, знаешь, она и твердая может быть, да, сыром, и мягким плавленым. Знаешь, как удобно. А если ты купишь камамбер, который соса,
Короче, надо с умом все это выбирать. И говорю, и я считаю, что вот списки очень хорошо помогают. И я вот тоже нашим подписчицам предлагаю написать списки и по ним уже выбирать себе мужчину. Это важно. У меня была знакомая, она такая... Я всегда поняла, что почему она выбирает очень крутых мужиков. Я говорю, как ты это делаешь? Потому что мне такой, такой смазливый. И я уже все, да, любовь. А у нее нет. Она такая говорит, а у меня есть пункты, по которым вот если типа не попадает, я даже не продолжаю общаться. Представляешь, она даже время свое не тратила. Вот это гениально. Конечно, ты неудачно вышла замуж. Ну знаешь, вот я тоже хотела об этом сказать. Вот мне От удачи тоже зависит, конечно. Я думаю, что удача, вот когда ты встретил своего человека, ты поймешь сразу же, Алсу. Твой чечек тебя найдет. Да, но ты веришь в теорию, что есть у всех свои половинки? Теория же, что 30 тысяч человек именно тебе идеально подходит. 30 тысяч. И ты уже такая теория, да? И каждый месяц ты встречаешь минимум одного. Серьезно? Каждый месяц. Представляешь? Прикольно. Просто ты настолько зашоренный взгляд. Тоже же делали эксперимент. А вдруг 100 чувак, мужчин... который сегодня в метро стоял и уже не сказала, сядь. Вот это он был он. Короче, 100 мужчин и одна женщина, и ей говорят, выбери себе мужчину, она выбирает, и потом выясняется, что вот как она, какого мужчину она умеет выбирать, только такого она и выбирает. Она говорила, например, мне не нравится ленивый, мне не нравится, чтобы он отсидевший, чтобы она... И вот она выбирает именно того, кого она не нравится. Хотя видит его в первый раз. Да. Не нравится? Не нравится. Потому что мы зациклены на том, что нам больше не нравится, чем нравится. Мы умеем вот это выбирать. Если ты говоришь, что мне не нравится ленивый мужчина, то ты выберешь ленивого мужчину. А я так не думаю. Я думаю, что мне нравится трудолюбивый. Да, видишь, когда мы спросили список, некоторые написали не. А хотя надо писать что, Я не понимаешь? задумывалась об этом. Да. Я что, правильно мыслю? Ты правильно мыслишь. А толку-то? Короче, мальчики, мы предлагаем вам по списку Алсу, если вы подходите, напишите, пожалуйста, в комментариях. Казань не обязательно, Алсу готова выезжать. В Австралию? Рикард, Уренгой, Ямал, Тюмень. На самом Нижний деле, Павловск. Россия везде одинаковая. Ну, Казань прекрасна. Без мужчины ничто не мило. Уже ничто не мило. Слушай, я пожила в Казани уже. Да, я тоже так считаю. Вот Всё ты правильно понятно. рассуждаешь. Я здесь уже пожила, я хочу куда-то в другом месте пожить. И вот Чита, отличный город. Не, вот Забайкалье это вообще дыра. Вот как ни крути. где найти женщине, татарина, мужика? Я не знаю. Ну, Я не знаю. так и будешь, не знаю, как надо искать. Нет, в библиотеке нет. В театре. У меня есть знакомый, кто в театре познакомился. Ну, театр же в парочке, мужики Представляешь, вообще они познакомились в театре, я вообще в шоке. В Камал, да? Ёп, Тинчурин, да. Там, когда в буфетике, там, типа... с коньячком. Они Из красной стоят крови. вдвоем, мужчина и женщина, и последний лишь остался. И он И едет. они схватились, да. И мужик такой... И кино закончилось. Это лишь жестокий мир. На сайте знакомств, как вариант. Да, такие опыты Вот сайт тоже есть. знакомств – это самый настоящий сырный магазин. Подождите, а у вас знакомые есть, кто на сайтах познакомился? И даже поженились А вот на такие. каких? ВКонтакте. А наем? А вы там не сидите? Я нигде никогда. Я в Тиндере не сидела, в Баду не сидела, в Одноклассниках не знакомилась. Слушай, сейчас знакомиться в Инстаграме. Надо, короче, меня учили. Надо зайти, подписаться и пролайкать несколько фотографий. Где у него ждать. голый торс. И ждать. Я так сделала своим мужем. Не сработало нифига. Нет, Маслайкер. мы познакомились с ним воочию, потом я во всех социальных сетях на него подписалась, полайкала. И жду, я же потом, у нас химия-то случилась уже, я же уже первый шаг Ну, а сделала. он чухнул, что ты его лайкал вообще? Или нет? Ну, не знаю, я уже не спрашивала. 2 года прошло уже до того, как мы начали встречаться. 2 года я лайкала чувака. Мужики вообще тормозы. Ты хочешь сказать, что только в соцсети, что ли, искать мужика теперь? Не знаю. Ну, на улице никто не знакомится. А если подруги, если мама будет искать там, о, нам говорит, Слушай, у меня была одна такая инициативная тетушка. Ничего из этого не получилось. Ну, они все такие какие-то, знаешь, и по поводу стереотипов, больше всего, что мне еще в мужчинах татарских не нравится, бобровые прически.